Тот человек, который я должен был быть, там, дать им какое-то, не знаю, воспитание своим детям. Ну, я на это все как-то равнодушно относился. Точнее, наркотики настолько они заморозили мои чувства, мой какой-то, не знаю, честь и достоинство. Но все оно, короче, мне повлияло. Вот так в один момент наркотики превращают жизнь человека в руины. По просьбе нашего героя мы изменили его имя и скрыли лицо. Аслану 28 лет, женат, имея детей. Тяжелые наркотики начал употреблять в 21 год. Сейчас проходит 3-ю реабилитацию. 5-й месяц в трезвом состоянии. Сегодня Аслан осознает зло, нанесенное самому себе и своим близким. Признается, что больше всех ранил мать. Последние 10 лет она посвятила борьбе с его зависимостью. Когда я уже перешел на тяжелые наркотики, лет 22, когда эта мать моя узнала, у нее даже какие-то болезни вышли. До сих пор болеет, лечится этими болезнями. Баловался спиртными напитками, потом лет 19, тогда я уже начал пить таблетки какие-то раз. И пошло-поехало. 25 лет было, когда я остановился. Первый раз, когда я был в центре, несколько лет был трезвый, потом опять сорвался и промежутками, короче, оказывался в центре. Это осознанный выбор человека. Какая бы у тебя семья не была, что бы у тебя в жизни было. У меня все было. Я ни в чем не нуждался. Там, финансово, не знаю, материнская любовь. Все у меня было, я был в достатке, но я пошел употреблять, мне казалось, это круто. И это был мой осознанный выбор. Наркотики разрушают личность человека, приводят к полной деградации. Постепенно человек забывает о стыде, совести, традициях, менталитете. Аслан рассказывает, ни родным, ни детям он не уделял никакого внимания. За годы употребления заработал ряд тяжелых заболеваний. Пострадало его здоровье и от ДТП, которые совершал в состоянии наркотического опьянения. У меня 2 дня подряд не было, что я мог быть трезвым. Посещали разные мысли. Настолько там бывало, что я просил Всевышнего, если я не смогу оставить вот это все, если у меня не будет сил, Всевышний забери мою душу. Настолько у меня бывало там отчаяние состояние. И такое бывало. Ситуация с наркоманией в регионе значительно ухудшилась в последние годы и стала национальной бедой. Только за 2022 год в Ингушетии зарегистрировано более 300 наркозависимых. Цифры растут, несмотря на то, что борьба с распространением наркотиков ведется непрерывно и наблюдается высокая смертность от их употребления. Если говорить о тех, которые поставлены на учет, да, в 2022 году меньше, чем в 2021. Но это почему произошло? Потому что в 2022 году прям бум был. Отказывались от медицинского освидетельствования. У нас таких отказавшихся, которых впервые в жизни, да, направили на медицинское освидетельствование 224 человека. А прошли медицинское освидетельствование 77. Из них 6 уже поставлены на диспансерный учет, как зависимые от наркотиков, как употребляющие хронически, да, долго наркотики, систематически. И 71 человек – это те, которые употребляют наркотики от случая к случаю, только начиная. Первый раз попробовали. Вот такая категория. Общее количество 301 человек. Если на такого одного человека приходит еще 3, то эту цифру надо умножить на 3. Это 900 человек в нашей республике. Около 1000 человек, которые только в этом году. Сегодня у главного нарколога республики проходит очередной прием граждан, обвиняемых по статье 228 УК РФ. Так, этот осужденный приехал в Ингушетию из Ярославля заработать легкие деньги путем отравления молодежи региона. Был задержан с крупной партией наркотических веществ. Признал это документальное подтверждение. Я на учете состою. По месту жительства? Да. Только в один прием таких преступников бывает до 10 человек, и практически каждый не считает себя виновным. В оправдании рассказывают различные истории, однако провести опытных работников в этой теме сложно. У рассказов, как правило, мало общего с фактами. Очень часто подозреваемые в употреблении наркотиков отказываются от прохождения медэкспертизы. За отказ заводится административное дело по части 6.9. Административное разбирательство бывает, и его уже признают виновным в совершении такого-то деяния. Да? Эта информация попадает в информационный центр Министерства внутренних дел, и дальше уже при любых там, да,
его действиях, эта информация уже будет всплывать. Вот захочешь там поступить на работу куда-то, делают запрос, да, характеристику там, еще что-то собирают, и придет информация, что человек привлекался по такой-то статье. И каждый знает, что 6.9 это употребление наркотиков или отказ от медицинского свидетельства. Омоложение наркопотребителей, увеличение числа закладчиков – все это способствует росту желающих впервые попробовать наркотики. Чаще всего употребляют лица от 20 до 25 лет. Джамбулат Ваделов рекомендует родителям быть более внимательными к поведению и окружению своих детей. Родители должны заметить то, что сфера интересов поменялась у их ребенка, или не ребенка, даже взрослого человека, которого они воспитали. Если уже друзья поменялись у него, какие-то поездки у него не совсем такие рациональные, там может задержаться на сутки, может задержаться до полуночи. Вот такие моменты, если он там реагирует на незначительные замечания очень бурно, да, вот раздражительность выражена, этот фактор, или же наоборот у него чрезмерно там настроение хорошее, даже незначительная шутка вызывает у него такие выраженные эмоции. Все это должно настораживать. Последствия воздействия наркотиков на организм и психику человека ужасающие. Невозможно в теле зависимого найти орган и систему, не страдающие от этого яда. По данным ВОЗ, наркотики заняли первое место среди виновников преждевременной смерти людей и уже опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные опухоли. Практически все наркоманы со стажем имеют ВИЧ-положительный статус. Они наносят серьезный вред печени, почкам, половой системе. Длительное употребление не дает справляться со стрессовыми ситуациями, учиться, запоминать, контролировать свое поведение. Если посмотреть, у нас средний возраст около 30 лет. Там бывают те, которые 40 лет первый раз попробовали. Когда начинаешь вот копаться, да, для практики надо же, да, посмотреть, почему ты это сделал, что способствовало. В некоторых ситуациях разочарование, что он вот как планировал, не смог реализоваться. Лечение, по словам нарколога республики, в первую очередь необходимо начать с изоляции больного от наркотиков. Далее необходимо оказать комплексную высококвалифицированную помощь. Самым эффективным путем решения проблемы наркомании считается 12-шаговая программа. В рамках нее лечение проводят сегодня в реабилитационных центрах республики. Самый лучший способ помочь человеку – это реабилитация. Когда они пишут задания, когда он начинает видеть себя через третье лицо, человек сам осознает. На сегодняшний день именно вот социальная реабилитация, 12-шаговая программа нам дает 30-40% воздержавшихся от употребления наркотиков. Из числа тех, которые вышли. Но лучшей методики пока нет. Ежегодно от наркотиков в мире умирают до 200 тысяч человек. По данным ООН, число употребляющих с 2010 года увеличилось более чем на 26% и дошло до 39 миллионов человек. Даже люди, которые имеют крепкое здоровье, при регулярном употреблении наркотиков способны прожить не более 10 лет. Большинство зависимых умирает значительно раньше. Очень часто погибают уже в течение первого года применения химических препаратов. Причиной этого становится также пользование нестерильными шприцами. Через них передаются наиболее опасные заболевания, среди которых и гепатит, СПИД. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.